В студии программы «7 дней плюс», в студии Зуфар Давлетшин. Здравствуйте. Нашего сегодняшнего гостя, я думаю, знают многие татарстанцы, в принципе, и за пределами республики его тоже знают. Мы его буквально выцепили во время его краткосрочного отпуска. Итак, представляю нашего гостя. Эдуард Шарафиев, депутат Госсовета, действующий участник специальной военной операции. Да. Здравствуйте. Да. Вспоминается вот наша встреча с вами там в районе Артемовска-Бахмута, да, когда вот мы снимали на дороге, вдруг проезжающие машины, оттуда там знакомый голос. Чисто случайная встреча была, действительно, еду, смотрю, во-первых, всегда смотришь на машину, когда гражданские номера видишь, всматриваешься в регион, смотрю 16-й регион, земляки, а потом уже, когда остановились, увидел вас. Приятная была, конечно, встреча на территории Донецкой Народной Республики, в районе Бахмута, встретить земляков, тем более, как говорится, вы ехали, так понимаю, с редакционного какого-то задания, снимали, наверное, какой-то сюжет, и мы с вами, встретившись, я вам дал короткий комментарий. По-моему, это было на фоне подбитого танка, да? Да, как раз вот вражеский танк там был подбитый, да, мы вот возвращались, да, со съемок из добровольческого батальона. Ну, вот не так часто, на самом деле, встретишь депутата в той зоне, тем более депутата, который непосредственно участник. Ну, я вам операции. скажу, вот, например, в нашей добровольческой бригаде есть несколько депутатов, и причем разных уровней. Командир нашей бригады – это Александр Юрьевич Бородай, командир, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Я замкомандира бригады по военно-политической работе, депутат Государственного Совета Республики Татарстан. Есть муниципальные депутаты различных уровней, с различных регионов, поэтому мы так шутим, что все ветви законодательной власти представлены в нашей добровольческой бригаде. Ну, так получилось. Поэтому я бы не сказал, что мало депутатов или каких-то лиц. В добровольческой среде можно встретить разных людей на самом деле. Это и предприниматели, и чиновники, и бизнесмены, и депутаты. Добровольческое движение тем самым и показывает такое единение, когда все как один, вся страна встала как один на защиту интересов нашей Родины, и в рамках специальной военной операции выполняют задачи бойцы с разным и жизненным опытом, с разным социальным статусом. Поэтому это наша общая задача, поэтому здесь, в принципе, нечему удивляться. Ну, если я помню, да, вы все-таки начали тоже вот с доставки там гуманитарных грузов, да, если я ничего не путаю, и потом уже... Да, 2022 год, с самого начала военной операции, специальной военной операции, я начал заниматься работой по организации гуманитарных миссий, гуманитарных конвоев, сам доставлял гуманитарные грузы как раз-таки добровольческим подразделениям, бойцам Росгвардии, мирному населению, посещали Лисичанск, посещали другие города и населенные пункты Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонских областях. Познакомившись, как говорится, с добровольцами, добровольческим движением, в тот момент уже для себя принял решение оказать бойцам помощь не только гуманитарную, но и подставив свое личное плечо. А после того, как была уже объявлена частичная мобилизация, было принято решение подписать контракт с одним из добровольческих подразделений. Это было в прошлом году, в ноябре. В ноябре будет уже скоро год, как я являюсь добровольцем. За это время был несколько раз в краткосрочных отпусках в родном Татарстане. Вот тоже, да? В основном я совмещаю краткосрочный отпуск с заседаниями Государственного Совета. Они у нас проходят почти ежемесячно. Ну, я, конечно, каждый посещать не могу. Все мои посещения, они, во-первых, согласовываются с вышестоящим командованием, во-вторых, все зависит от оперативной обстановки. Если ситуация позволяет, я обязательно приезжаю, посещаю заседание Государственного Совета, и в этот короткие промежутки навещаю, конечно, семью, навещаю свои избирательные округа, какие-то жилищно-бытовые вопросы решаю, и сразу отправляюсь обратно в зону специальной военной операции, потому что там у нас подразделения, там у нас бойцы, там у нас задачи. Пока вот в таком темпе работаем. Вот семью, да, упомянули. Все-таки вот первый раз, как семья отреагировала на ваше решение? Смотрите, конечно, во-первых, семья, конечно, привыкала постепенно, когда я ездил с гуманитарными миссиями. Вот это первые, конечно, мои поездки были для семьи, вызывали определенные эмоции и тревогу, но постепенно они уже привыкли с моими поездками постоянными в зону специальной военной операции. А потом уже, когда я принял решение пойти непосредственно добровольцем, конечно, семья волновалась и переживала, но мое решение всецело поддерживала. Потому что они, во-первых, знают меня, знают, что если я принял то или иное решение, конечно, я буду всегда
его делать, доводить до конца, до разумного логического завершения. Поэтому семья всецело меня поддерживает, конечно, переживает, всегда ждет, когда по возможности. Ну, Каждый раз, наверное, тяжело все-таки провожать, да? Ну да, ну всегда есть у нас, на самом деле, есть возможность периодически выходить на связь. Современные технологии позволяют, так сказать, и созваниваться, и выходить как-то по видеозвонкам. Ну, по видеозвонкам, конечно, реже, это потому что все-таки нужен интернет, а по телефонной связи это более часто. Но связь с семьей, с детьми, с любимой супругой поддерживаю таким образом, но чтобы они меня не забывали. Ну и приезжаю, конечно. Ну, конечно, тяжело каждый раз им меня отпускать, каждый раз вот эти постоянные вопросы, когда приедешь в следующий раз, когда все это закончится. Ну, это, наверное, так у любого, кто приезжает в отпуск, у любого участника специальной военной операции есть такие вопросы, есть такие, так сказать, и эмоциональные качели и так далее. Ну, это дело житейское, как говорится, бытовое, ну, все нормально. Вот слышал разные мнения, да, и от бойцов, и от родственников. Все-таки вот надо чаще связываться или не надо приучать, что слишком часто? Нет, смотрите, все зависит от ситуации и информационного, так сказать, и новостного фона. Если, например, находишься, ну, предположим, да, на территории Донецкой Народной Республики, в каком-то секторе, и там что-то произошло, ну, конечно, родственники же, они из новостных сообщений видят, что то или иное событие произошло, там, прорыв, там, или какое-то нанесение какого-то ракетного обстрела бомбового, да, то нужно, конечно, выйти с родственниками, если есть такая возможность, сообщить, что у тебя все в порядке, ты живой, здоровый, слава Богу, и так далее. Потому что, ну, в любом случае, родственники и близкие не переживают, если есть такая возможность. Если нет возможности, ты ничего не поделаешь, как говорится, если тем более находишься где-то на линии боевого соприкосновения, то там точно нет возможности выйти с родственниками на связь. Ну, тогда это уже, как говорится, до очередной возможности. Поэтому, но у большинства, почти у всех бойцов в момент ротации, когда они находятся не на линии боевого соприкосновения, а на пункте временной дислокации или на пункте постоянной дислокации, ну, в более тыловых, так сказать, местах, то там связь есть, можно все-таки созвониться, так или иначе передать весточку родственникам, что ты живой, здоровый, все хорошо, чтобы они не беспокоились. Ну, было много публикаций, да, осенью прошлого года, когда вот вы только-только подписали контракт. Ну, наверное, и вы слышали, да, что это он пиарится так вот. Скажу честно, вот как раз-таки, когда я приехал в первый отпуск, это еще был февраль этого года, все равно реакция и коллег, и друзей, она была более такая сдержанная, потому что вопрос такой витал. Ну, человек поехал, может, попиариться или для каких-то еще целей и задач. Но когда я продлил контракт в очередной раз и остался дальше в зоне специальной военной операции. Нет, в конце февраля я продлил, да. И в конце августа у меня закончился второй контракт. В начале августа. Я продлил еще раз уже. И поэтому вот в эти приезды даже коллеги совсем по-другому, так сказать, проявляют эмоции. Во-первых, они уже поняли сами, что это не для какого-то пиара, потому что для пиара можно было съездить на короткий промежуток времени, сделать, так сказать, несколько фотографий, зарисовок, и вернуться. Но точно не такой продолжительный срок. Ну, мое искреннее желание, конечно, было поехать в зону специальной военной операции в первую очередь для того, чтобы узнать все чаяния и нужды наших бойцов, потому что я оказывал гуманитарную поддержку, и понятно, что я знал всю ситуацию, как сказать, снаружи. А я хотел понять ее изнутри, в чем нуждаются наши бойцы и так далее. А теперь у меня есть полное понимание, причем есть всесезонное понимание. Да, я побывал и осенью, и зимой, и весной, и летом уже побывал, сейчас опять осень, поэтому у меня есть понимание, в чем нуждаются наши бойцы, сколько нужно, как это нужно доставлять, как это нужно передавать. Потому что иногда, ну, наверное, это не секрет, иногда кто-то может сказать, что кому-то где-то чего-то не хватает. Ну, я и сам, как говорится, знаю, что, конечно, проблемы так или иначе бывают. В самом начале их было больше, постепенно. Было много жалоб, многие вопросы были сняты, отрегулированы. Теперь больше вопросов возникает по гуманитарной помощи, например, только по тем вещам, которые так или иначе Министерство обороны просто не предоставляет. Ну, например, с теми же летательными аппаратами «Мавики», там, например, да, птички так называемые. Понятно, Минобороны предоставляет крылья, хорошие там, птицы, залы, с ними работают специалисты. А так или иначе подразделениям нужны, например, вот, птички поменьше, да, для разведки, для еще каких-то действий, то вот эта нагрузка, она переходит на гуманитарщиков. И вот
такие вещи, где не может закрыть Министерство обороны, помогают добрые люди, помогают организации, фонды, ну, много-много-много неравнодушных граждан, организаций, движений, которые всецело уже настроили свою работу для того, чтобы оказывать помощь так или иначе нашим бойцам. Просто где-то как-то иногда не до конца может быть отрегулировано, но еще раз говорю, по ходу действий мы все делаем так, чтобы все механизмы, в том числе по гуманитарной поддержке, работали без сбоев и до всех все доходило. Ну да, мы сейчас уже видим, что это гуманитарная помощь, это вот не как в первое время, да, даже не как осенью прошлого года, когда там фурами шли, там тушенка, сгущенка, да, носки. На самом деле, да, мы даже как бы смеялись, да, что скоро в окопах будем стоять по колено в носках, потому что вот это... Оно шло каким образом? Когда у кого-то не хватало носков, они били во все колокола, да, например, нам не хватает там теплых вещей, условно. Это расходилось, и потом со всего, как говорится, со всей нашей большой страны начинали идти те или иные вещи. В любом случае они в каком-то интервале, то есть с опозданием, да, ну то есть пока соберем, пока довезем, порой уже это не нужно, и этим уже заваливают наших бойцов. Появляется необходимость, какая-то потребность уже в других вещах и так далее. На начальном этапе, еще раз говорю, такие шероховатости были. Но потом постепенно и гуманитарщики сами поняли, отладили свои механизмы, в том числе и обратной связи. Прежде чем выезжать, куда выезжаем, каким маршрутом выезжаем, что конкретно везем, нужно, не нужно и так далее. У самого у меня был опыт, когда я в Херсонскую область привез свежую картошку из Республики Татарстан, один муниципальный район передал целый фур картошки. Был дефицит, наверное, да? На каждом посту удивлялись, на блокпосту, картошку везут оттуда. Понимаете? Ну а что ж поделаешь, как говорится, один из муниципальных районов передал картошку, и мы нашим бойцам ее доставили. Они, конечно, тоже были приятно удивлены, что именно такая помощь. Но мы хотели как лучше. Хотели, чтобы наши бойцы были сыты и довольны. Они, конечно, были довольны, и, я думаю, были сыты этой картошкой еще долго, но вот такие даже казусы бывало получались. Поэтому нужно понимать, кому, что и сколько вести. Еще раз говорю, эта работа, в принципе, сейчас уже более четко выстроена, и таких проблем почти не возникает. Но все-таки, да, тоже, наверное, надо понимать, что это все-таки те же носки, да, пресловутые, это все-таки расходный материал, естественно, так, там точно, не постирать ничего. Много чего является просто расходным материалом. Вообще вся, по сути, поддержка и помощь – это все расходные материалы. Вот машины, гуманитарная помощь, машины, автотранспортные средства, птички, продукты питания, вещи, все изнашивается, все съедается, машины выходят из строя, они ломаются, взрываются, уничтожаются, просто, как говорится, ну, вы видели качество дорог, например, да, по направлению в сторону Бахмута, вы видели качество этих дорог, воронках, да, все, так сказать, размомлено, пока, чем ближе к линии боевого соприкосновения, пока еще нет возможности сделать эти дороги, поэтому машины убиваются на этих дорогах, попадают в засады и так далее. Поэтому вся помощь, которая доставляется, вся является расходным материалом, так или иначе, нужно ее постоянно пополнять, обновлять, добавлять. Поэтому нельзя считать, что если вот мы что-то отправили, все, у них все есть. Это все изнашивается, съедается, заканчивается. Помощь должна быть постоянной, стабильной. Ну, и такая помощь, на самом деле, оказывается сейчас уже зачастую именно на постоянной, стабильной основе. Наша республика в этом плане очень качественно выстроила эту работу, ну, потому что правительство нашей республики очень за этим, как говорится, сам лично следит. В каждом районе у нас созданы штабы, которые следят за судьбой как самих мобилизованных, так и за судьбой их семей здесь в тылу, для того, чтобы у них все вопросы жилищно-бытовые решались, чтобы они, пока их мужья, сыновья, как говорится, дети, братья находятся в зоне специальной военной операции, выполняют те задачи, которые перед нами стоят, чтобы у них все тыловые вопросы были закрыты. Вот такая системная работа в Республике Татарстан ведется, еще раз говорю, как для членов семей мобилизованных, так и для самих мобилизованных, для добровольцев, для контрактников. Мы как бы не делаем никаких разграничений, все мы, как бойцы, выполняем одни и те же задачи. Перед нами стоит один общий коллективный враг в лице западных спонсоров этих неонацистов. Поэтому мы выполняем задачи, а все, кто находится в тылу, их задачи поддерживать всячески нас. Ну да, часто слышал от бойцов, что там бойцы других подразделений из других регионов так вот по-хорошему завидуют нашим татарстанцам, да, потому что у нас вот как-то так бесконечно просто идут эти вот... Да, я всегда и с коллегами тоже делюсь, когда вот
гуманитарную помощь приезжает, много различных и чиновников приезжало, и депутатов, и коллег, и министров, ко мне в том числе приезжали. Да, я всегда говорю о том, что вот такая связь с малой родиной, когда приезжает гуманитарная поддержка, она поднимает авторитет и бойцов самих перед сослуживцами, и в целом поднимает авторитет республики, потому что когда бойцы видят, как часто и как качественно оказывается поддержка гуманитарная, ну, действительно, по-белому, по-хорошему завидуют. Просто, еще раз говорю, наша республика смогла качественно и оперативно настроить все механизмы. То есть такая поддержка просто уже системная, не на просто что-то куда-то отправить, а поддержка системная, качественная, и она очень хорошо отзывается, так сказать, в сердцах наших бойцов. Ну, сейчас тоже вот наблюдаю, что уже и вот антидроновые оружия туда присылают, да, причем даже и частные лица как-то собирают там деньги. Ну да, сейчас просто ориентируются уже на заявки. Каждое подразделение, все зависит от рода, от деятельности подразделения и от места прохождения непосредственно службы. У каждого есть те или иные потребности. Формируются заявки, формируются заказы, и здесь потом уже все это анализируется, смотрится, как это восполнить, как помочь и как выполнить ту или иную заявку. Все доставляется, все привозится. Ну, еще раз говорю, достаточно не будет никогда, потому что всегда чего-то не хватает. Но самое главное, чтобы такая работа по поддержке наших бойцов не останавливалась, продолжалась, чтобы бойцы чувствовали связь с родной землей. Вот есть такое мнение, что вроде как вот государство, там, Министерство обороны должно всех обеспечить всем, и что вот не надо это перекладывать на плечи людей. Ну, вот как раз-таки в самом начале специальной военной операции, когда такие вопросы больше всего и возникали, что почему мы должны там что-то как-то, это Министерство обороны, вот оно должно всем помочь. На самом деле Министерство обороны выполняет свою задачу. Это снабжение вооружением, техникой, боеприпасами. Соответственно, дальше государство не снимает с никаких обязательств, да, это и социальные выплаты, и страховки бойцов, заработные платы. Скажу вам, что они на порядок выше средних по стране. Это же все нагрузка на бюджет, поэтому все вопросы, которые необходимы закрывать по уставу Министерством обороны, они закрываются. Но еще раз говорю, есть дополнительные моменты, где мы можем улучшить положение наших бойцов. Улучшить. Соответственно, мы должны дополнительную помощь оказывать. И опять-таки, вот смотрите, противнику помогают всем, как говорится, коллективным Западом. Да? Туда идет все с развитых стран. Ну, у них тоже есть Министерство обороны, но все-таки им нужна такая помощь. Также и нашим бойцам, также и нашим структурам нужна поддержка. Во-первых, поддержка, еще раз говорю, очень хорошо отзывается в сердцах. Когда ты чувствуешь, что за тобой есть тыл, который знает, верит и помогает, то и бойцу на передовой становится легче выполнять те задачи, которые перед ним стоят. Поэтому это такая поддержка и помощь просто необходима для того, чтобы была у бойцов уверенность в том, что они делают правильное дело. Тут, наверное, да, больше даже вот не физическая, не вот эта вот не материальная поддержка, больше эмоциональная, именно. Моральная. Еще раз говорю, она очень хорошо отзывается, когда каждый боец понимает, что за ним есть тыл, который всецело его поддерживает. Тогда вот выполнять те задачи, которые перед нами стоят, становится легче с моральной, эмоциональной точки зрения. Ну вот еще раз все-таки вот ваше совмещение, депутатской деятельности и деятельности военнослужащего, назовем это так. Вроде как бы здесь у вас есть тоже свой избиратель, который, наверное, тоже чего-то от вас ждет, чтобы вы здесь решали какие-то там проблемы. В то же время это долг священный. На самом деле, конечно, работу с избирателями я как могу продолжаю. Вот, на все запросы, которые приходят в мой адрес, отрабатывают помощники, отвечают на все обращения, также перенаправляют, переадресовывают, пытаются решить те или иные вопросы. Когда нужно, связываются со мной, если по каким-то вопросам нужно сформулировать тот или иной ответ или той или иной документ, я также включаюсь в эту работу, поэтому связь с избирателями, она не потеряна. Но опять-таки избиратели мои, в том числе это матери, жены мобилизованных, и которые, в принципе, когда я откликнулся и пошел в качестве добровольца, они тоже всецело поддержали. Когда я приезжаю в районы муниципальные, я слышу отзывы жен родителей мобилизованных. Они всецело поддерживают мой выбор, участие моего специальной военной операции в качестве добровольца. На своем примере я показываю, в том числе и родственникам мобилизованных, что эта специальная военная операция – это наше общее дело. Здесь не получится ни у кого отсидеться, отмолчаться, спрятаться и так далее. Невзирая ни на какой статус, ни на политический, ни на экономический,
Если ты любишь свою родину, если у тебя есть такая возможность, ты должен поддержать страну. Если можешь принять участие в специальной военной операции, отправляешься в зону специальной военной операции в качестве добровольца. Если не можешь в качестве добровольца, помогай гуманитарной поддержкой. Да? Хотя бы словом поддержи, как говорится, бойцов, да? Ну, то есть пропагандируй и так далее. Так, вот поэтому нормально. Работа с избирателями ведется, связь с избирателями не потеряна. За время моего участия в специальной военной операции я даже смог внести один законопроект. Он касается как раз-таки тоже мобилизованных. Так или иначе, там есть юридические моменты. Вот, внес законопроект, пока он на стадии рассмотрения. Поэтому работа в качестве депутата не останавливается. По возможности посещаю заседания Государственного совета. Ну, вы как-то, не знаю, морально-психологически готовились или вот решили и... Нет, ну, конечно, готовился, но опять-таки потом была подготовка на полигоне, меня готовили потом. Ну, вот, а за этот год я получился так, что экспресс такой, я от окопов до, так сказать, командного состава прошел. Ну, опять-таки, это, наверное, навыки построения коммуникации помогают, поэтому взаимодействие. То есть сначала стал командиром группы, потом командиром роты, потом дослужился до командира батальона, сейчас заместитель командира бригады по военно-политической работе. Ну, в принципе, вот за этот год набрался хорошего опыта. Ну и это, в свою очередь, тоже помогает, этот опыт поможет дальше мне и в жизни, и в работе, я уверен. Ну, там у всех бойцов есть позывные, у вас он тоже есть наверняка? Да, банальный депутат. Да, ну, как говорится, когда еще на полигон пришел, я вначале выбрал себе другой позывной, но его, к сожалению, коллеги не могли запомнить, и они между собой назвали меня депутатом. Потом решил поменять, все-таки взял позывной депутат. Не секрет, какой был, который не приняли? Позывной был Шакур, ну, то есть он в Кабельском районе, откуда у меня мама была родом, был такой... Шакур-Караш. Да, Шакур, вот. Я взял позывной этот, но он не прижился, поэтому... Ну, это, мы знаем это слово в Татарстане, а там Шакур было непонятное слово, и поэтому его не могли запомнить, и не с чем было ассоциировать, так как говорится, и поэтому не прижилось. А депутат, они меня все так и называли. Это такое было, сначала как бы за спиной называли, а теперь уже просто позывной депутат. То есть это как-то с юмором воспринималось или как? Да нет, просто когда вот надо было как бы отослать ко мне, да, например, человека, у кого возьми, у депутата, да, они знали, что я являюсь депутатом, и как бы начали называть депутатом. Поэтому, а среди добровольцев, тем более, практически не принято называть кого-то по именам, мы только по позывным, поэтому это быстро прижилось, и теперь депутат, как говорится, на гражданке депутат и на СВО депутат, нормально. Ну, своим коллегам можете вот порекомендовать, будете рекомендовать вот идти туда, не идти туда, или все-таки здесь это нет, смотрите, коллеги работают, коллеги помогают. Тут дело каждого, здесь нету какой-то такой вот, что нужно обязательно пойти. Да. Если есть возможность, позволяет, как говорится, во-первых, здоровье, есть время, в качестве добровольца, конечно, как говорится, добро пожаловать, рады будем видеть любого, и депутата, и министра, неважно. Но если, опять-таки, будет объявлена какая-то дополнительная мобилизация или еще что-то понадобится, то, конечно, наверное, я уверен, что каждый встанет в строй и будет защищать нашу страну. Пока справляемся, пока идут добровольцы, поток добровольцев не иссякает, поэтому это выбор каждого, еще раз говорю, если люди работают здесь и оказывают всяческое содействие, гуманитарную поддержку и так далее, то нормально. Ну, то есть, в принципе, здесь тоже много работы. Главное, чтобы мы просто эту связь держали, чтобы не было так, что здесь все люди занимаются там, в тылу какими-то своими вопросами, а в зоне специальной военной операции как-то сами там выживают. Да? Нет. Вот если будет все как сейчас, полностью выстроенная связь, выстроены все цепочки, есть взаимопонимание, вот так точно победим. То есть, надо понимать все-таки, да, где от тебя будет больше пользы. Абсолютно верно. Абсолютно верно, поэтому нет такой необходимости прям вот всех депутатов, как говорится. Еще раз говорю, депутатов в зоне специальной военной операции в принципе хватает. Людей состоятельных хватает. Поэтому говорить о том, что, например, в зоне специальной военной операции находятся только там, работяги там, и так далее,
Это неправильно. Еще раз говорю, я знаю, что у нас в подразделении сын одного, не буду фамилию называть, одного очень известного олигарха проходит службу, сын. Поэтому есть чиновники, еще раз говорю, есть депутаты, командир бригады у нас депутат, я депутат. Ну, поэтому нормально. Разные люди. В добровольческом движении можно встретить вообще всех. Ну да, общаясь там, мы тоже встречали, да, поддерживаю ваши слова, и предприниматели были, Так и точно. руководители предприятий, да, за некоторыми там оставили еще должности даже. Так точно, ну, Некоторые уволились. вообще, в принципе, у нас, если человек отправляется в зону специальной военной операции в качестве добровольца по контракту или мобилизованный, то рабочее место и выплаты за ним обязаны сохранить, потому что человек должен быть уверен, после того, как закончится специальная военная операция, он вернется к своей обычной гражданской жизни, рабочее место у него сохранено, он вернется к своей семье, к своей работе, и мы продолжим жить мирной жизнью в той стране, которую мы отстоим. То есть это все-таки должно быть по убеждению. К сожалению, наше время закончилось. Да, Эдуард, спасибо вам. Вам спасибо за Все-таки приглашение. Да, за время вашего короткого отпуска нашли время. Спасибо большое. Это был Эдуард Шарафиев. Всего доброго.